Aman tabaktı bende. Gitmiş yıktırmasaydım yani yaratmasam. И туган тель, и матур тель. Мама, как по-вашему будет? Ади, Ади? да. А по-татарски это наоборот папа. А бабушка? Бабушка Бабай. А по-татарски это наоборот дедушка. Наверное, впервые мы находимся в таком уникальном с точки зрения языка и культуры месте. Мы в Камско-Устинском районе, деревне Мордовский Каратай. И вот эти люди, которые здесь живут, их, наверное, не встретишь больше нигде на свете, потому что Каратай — это как название населенного пункта, так и название их этнографической группы. Так? Шулайнды. Мордовский Каратай – деревня небольшая, пара десятков домов, есть церковь, новый клуб. Живут здесь не более 100 человек, хотя старожил села Иван Никушев говорит, что так было не всегда. У каждого вот наше поколение, вот у каждого 3-4 ребенка. Все они сейчас в городе. Те же, кто остался, настоящее сокровище для любого этнографа. Неспроста изучать их приезжают и из Мордовии, и даже из Венгрии. Они каратай, потомки древней Мордвы, родина которых здесь. Пишем себе национальность Мордва, да. А разговор у нас татарский. Предположим, что это каратай. Так вот, за несколько веков он взял самое лучшее и у финской группы, и у тюркской, и у славянской. Поэтому вот так однозначно каратаев нельзя отнести ни к Мордве, ни к татарам, ни к русским. Они именно каратаи, которые живут только в Татарстане. Исторически их родина – территория современного Камско-Устинского района. Раньше каратаи жили в селах Шершалан, Завражный и Мордовские каратаи. Сейчас почти все в Мордовском. Одна из них – коренная жительница Светлана Гафиатуллина. А если коренная, то значит вы знаете всю, в прямом и переносном смысле, всю кухню этой деревни. И поэтому скажите, что у вас самое вкусное? Ну, у нас вот национальное блюдо – это секаня. Домашнюю закуску, похожую одновременно и на тарталетки, и на вареники, готовят из теста и начинки. Для начинки грибы. Но если внимательно вглядеться в ингредиенты, становится видно, что многое из этого не выращивают дома. Скажем, грибы, например, собирают в лесу или на природе. Да, у нас вот наши предки вот ходили в лес, собирали грибы. Это мордовская кухня? Мордовская кухня. Мордовские и мелодии их народных песен, но слова татарские. Орнаменты на платьях тоже мордовские, а вот дома такие же, как у татар. Я думаю, что, наверное, повлияло очень расположение татарских деревень рядом, русских. Наверное, отатарились так мы. Я так думаю. Но вера у вас православная? Вера православная, христианская, да. Сельский храм с нуля отстроили на месте старой церкви. Здесь упокоен небесный покровитель каратаев Михаил Убиенный. Его местные почитают как святого. У нас 8 июня бывает молебен в честь его дня смерти, получается, и освящается в родниках вода в этот день. Наверное, историю местных каратаев нельзя рассматривать в отдельности от одной небольшой, но знаковой для них реки, куда несколько веков назад пришли первые поселенцы, а теперь на этом месте живут уже их потомки. Она называется Мордовка, но так ее называют только по ту сторону берега. По другую эту же реку называют Мукша-Желгаса, потому что и там живущих здесь считают мордвой. Только вот сами они называют ее иначе, на своем родном языке. Мукша-Каратай-Делгасы. Вот все это перешло от наших родителей, от наших бабушек, дедушек. Вера Колударова показывает, как в древности здесь выходили замуж. Был особый обряд. Маму оплакивала моя бабушка, и невесту покрывали вот специальным покрывалом. Вот это покрывало сохранилось тоже с тех времен. Это мои прапрабабушки. Тихой песней. Их обычаи знают и те, кто просто дружит с ними, как Нина Соловьева. Она русская, приехала сюда больше 20 лет назад и сразу почувствовала, что дома. Здравствуй, соседушка. Ой, здравствуй. Ой, ты с гостинцами. Да, Я да, тоже вот на стол готовлю. Когда соседи собираются вместе, от богатой кухни ломится стол. Русские, мордовские, татарские блюда здесь всегда. Как одна семья. В дружбе и сила нашей деревни. Сохранили же мы ее до этого времени, она будет возрождаться и жить. Значит,
Здесь очень хорошие люди. Люди с особенной культурой и уникальной историей. Все это о жителях села Мордовские Каратаи, рожденных с миссией сохранить свой народ. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Камск-Устинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.